поручению главы республики Махмуда Алимова Шариповича Калиматова приехал выразить вам слова благодарности за ваш очень сложный труд, ту работу, которую вы проводите по сохранению именно национальных ценностей. Это очень уникальное искусство. И мы с вами уже выставляли и в Кремлевском дворце съезда в Москве, и последний у нас был заседание Совета Федерации. И вот та работа, которую вы ведете и сохраняете искусство, и приумножаете, и даже воспитываете учеников, уже готовите. Вот слова благодарности от имени главы. Спасибо вам большое за ваше творчество, искусство и за сохранение. С приветственных слов Владимира Сластенина в адрес мастера декоративно-прикладного искусства Райшат Ахильговой открывается выставка «Ингусский орнамент и ковроделие в жизни Райшат Ахильговой». Зал полон гостей, среди которых деятели искусства, родственники, друзья, коллеги. Стены музея украшены разными яркими коврами ручной работы из войлока. Рисунок особенный на каждом изделии. Автор выставки вдохновлялась именно ингусскими древними орнаментами, некоторым из которых более 200 лет. Все-таки изначально для меня послужил этот материал отрывок из одного истины, которого я увидела в горном селении. И эта женщина, когда она увидела мое отношение к этому клочку, прям можно сказать, ковру, она мне его вручила и строго завещала, чтобы я его хранила, так как она его хранит. Этот истинг был шит ее бабушкой. С этого началось с того, что мне было очень обидно, прямо до глубины души, что нету этих истингов в нашей республике, что на них даже негде посмотреть, увидеть, как они сшиты. Из-за этого отрывка, который мне подарили, и с того и начала. Ковроделием она занялась больше 10 лет назад. Еще дольше является преданной поклонницей этого вида искусства. Ковры и их яркие цвета отражают связь между прошлым и настоящим. Яркость, в первую очередь, это и то, что они свежие, то, что они новые. А те старые, которые уже пережили ссылку, они в некоторой степени уже как-то выгорели. Хотя и такие стойкие цвета были растительного происхождения, все равно они как-то потеряли свой цвет. На выставке представлено 20 ковров. Каждый истинг по-своему уникальный. В работе выделяется особенный стиль автора с преимущественно прямыми линиями и любовью к ярким цветам. Это и делает работы Райшат не похожими на остальных. Масштабная выставка мастера ковроделия в Ингушетии не первая. Ровно 10 лет назад, будучи еще новичком, Райшат представляла публике свои первые работы. Сегодня она уже заслуженный мастер, а коллекция работ увеличилась в несколько раз. В 2012 году нам довелось впервые провести персональную выставку Райшат Ахильговой «Связь времен». И на сегодняшний день выставка уже с прошлого года у нас готовилась. Райшат очень активно работала над созданием новых орнаментов, новых ковров. И поэтому то, что сегодня удалось воплотить, нам кажется, все задуманное, все ее творческие задумки, вот в такой общей экспозиции, конечно, это для нас бесценно. Орнамент и даже цвет ингусского истинга испокон веков включал в себя скрытый смысл. К примеру, узоры на национальных коврах могли передавать тревогу, либо означать спокойствие и стабильность. Истинг – это в первую очередь украшение. Однако он имеет и практическую часть. И чтобы совместить эти две стороны в единое целое, надо быть настоящим мастером. Возродить искусство – это одно, но превратить рукоделие, изделия, которые вообще имели свою практическую необходимость в горных условиях, когда холодный климат резкий, когда нет такого огромного количества какого-то текстильного интерьера, а вы превратили это в искусство. И сегодня посредством вот этого искусства, которое делается вручную, это вообще очень кропотливый и долгий труд. Но я пыталась узнать, как это делается все. Это настолько нелегко, я вам скажу. Поэтому превратить это в искусство, это дорогого стоит. Это не только работа ручная, это еще работа от сердца, которая идет.
В век высоких технологий на смену войлочным коврам пришли искусственные, но Райшат твердо для себя решила продолжить традицию, сохранить эту культурную особенность ингусского народа и передать ее подрастающему поколению. Идрис Ижиев, Магомед Дедигов, Новости 24.